Доброе утро, мои дорогие друзья. Так, решила вам показать ремонт. Я в том ролике немножко заговорила о ремонте, и несколько человек меня спрашивали, а где ремонт и что ремонт? Ну, у меня не получалось с вами, знаете, что-то показать и вам и объяснить. Ремонт идет у меня вот в нашем маленьком домике. Здесь мы раньше проживали всей семьей. Этот домик построен моим мужем еще. И это было, ну, знаете как, временное, можно сказать, должно было быть наше убежище, но мы в этом домике прожили лет 5-6, если не больше, пока вот не построили и не обустроили наш тот дом. Ну и он еще не закончен, ну, по разным обстоятельствам, что теперь, как есть. Так, и дело в том, что этот домик у нас из саманного кирпича, можно сказать, да, это глина с соломой. Поэтому вот как-то так. Сейчас мне звонят, видимо, детей везут. Так, ну еще пока детей не привезли, докончу свой рассказ. Короче говоря, как вы знаете, у меня здесь мама. И в другой комнате у меня дивер. Решила здесь сделать ремонт, потому что потолки были страшные. Даже немножко обвалился потолок, когда был сильный дождь. Хотела сама сделать ремонт, а потом решила, нет, все-таки давайте-ка я все равно хорошо, нормально сделаю, потому что пока еще, ну, чтобы нормальные, приличные были комнаты, да, а то было сделано наспех, а теперь хочу нормально здесь все сделать. Видите, мы сами ободрали потолки, убрали все то, что было замазано, они мне сделали, гипсокартоном прибили. Хотелось, конечно, снимать до всего этого, но не получилось, потому что, вы знаете, меня 3-4 дня не было дома. Вот, ну ничего, шпаклюют. Стены были очень неровные, они потихонечку накладывают, шпаклюют, как видите, вот где потолще, где потоньше. Ну, короче, вот так вот. А печку я их попросила обить плиткой, потому что всегда отлетает штукатурка, отлетает побелка. Печка накаляется, потому что мама любит, чтобы было очень тепло в комнате. Мы печку приходится включать прям до предела. Вот так вот, пока эта комната. Они здесь начали, пока еще не приехали. Правда, вот, как я сказала, работает очень мало. Приезжают поздно, уезжают рано. Хотелось бы побольше, но, скорее всего, они еще где-то работают, мне так кажется. Ну ничего, ладно, пускай, лишь бы они мне хорошо сделали, так что не к спеху. Просто единственное, маме там скучно, она же спускаться, подниматься не может со ступенек. Приходится кушать ей носить туда, чтобы она не спускалась. Вот так и немножко скучновато. Так, ну, эта комната уже вообще в убитом состоянии, как видите, вот так вот печку. Вот, будут переделывать. И тоже будут обивать с этой стороны, это уже прихожка как бы, да. Здесь тоже сделан потолок гипсокартоном, и уже они зашпаклевали. Уже потихонечку будут начинать, наверное, и стены. Здесь пока еще. Так, а вот это третья комната получается, да, ну, 2 комнаты и прихожка. Здесь вот, как видите, стена, тут немножко, ну, они ее ободрали, потому что она висела немного. Потому что когда-то у меня, с той стороны кухни, когда-то у меня протекал там кран, и намочилась, и все-таки отскочила это. Ну, не то, что отскочила, они ее отбили, потому что она вот висела, можно сказать так. Здесь потолок не надо гипсокартоном делать, потому что он сказал, хорошо, все нормально, нигде ничего, все нормально, просто будут шпаклевать стены и потолки. Здесь работы немного, по идее, вот если бы они вот это вот, что-то я не знаю, я бы на их месте им замазала бы уже, чтобы несколько раз, чтобы высохло. Ну вот как-то так, друзья, сейчас мне нужно отправить мои полуфабрикаты, которые я приготовила. Так, ну вот мне надо быстро отправить сначала продукцию, которую я сделала. Быстро взвешу их. Дело в том, что жарко и все подтаивает. Так, значит, у меня тут, как видно, если видно. У меня пельмени, манты и вареники с картошкой. Сейчас быстренько отправим этот заказ, друзья. И будем готовить с вами завтрак, наверное, да, может быть.
Обычно в этом лотке примерно плюс-минус килограмм помещается манты. Так. Вот такие. Перевес, конечно, но что поделать. А так было 985 грамм, это был недовес. А недовес веслами это страшное дело, друзья. Это я вчера ночью все делала. Поздно-поздно легла. Так, ну тут много перевеса. Вот пусть будет так. Хотя можно было бы, знаете как, и все вместе поставить, потому что это заказ для одного человека, в принципе, да. И в общие 4 килограмма. Нет, 5 килограмм у меня мант. Можно и так сделать, чтобы не перевешивать, потому что все равно в один дом идет. Вот так вот я после похорон, ну не то что похорон, да, после похорон, можно сказать, ну что 3 дня практически была там, с утра, прям с утра раннего и до поздней ночи. И никак вот не могу прийти снова в колею, начать все и по дому, и везде. Вообще просто, я не знаю, что это такое. Никак у меня не нормализуется день. Много, вот 3 все-таки отсутствия дома хозяйки дает о себе знать, друзья. Много что опаздывает, во многих местах много чего нужно сделать. И не успеваю, из-за этого очень даже нервничаю. Ой, не знаю. Ну, потихонечку, я надеюсь, все придет в норму. Потому что рано, в 6 часов уходила, практически ничего не делая, поздно-поздно приходила. Но теперь я понимаю, конечно, но у меня как-то, знаете, в моей семье не было заведено, чтобы мальчики что-то делали по дому. Ну, в смысле, вот женскую работу. Они у меня не приучены. Но теперь я понимаю, что все-таки их нужно было приучивать к этому. Потому что они не убирают посуду. Так, это я пока отставлю. По-моему, у меня еще один лоток там, в том доме. Пока положу вареники. И прихожу, ворох посуды, конечно, стоит. Хотя Ибрагима, вот если ему не сказать, убери, он не уберет. Я как-то забываю, уходя, что если приберите за собой. Ну, надо будет им уже говорить об этом. Просто я не знаю, действительно, вот с детства их надо было приучать. Это моя ошибка, да, я это признаю. И просто у меня в семье никогда этого не было, чтобы, ну, мужчины убирали, да, убирали, мыли посуду. Ой, упал. И в этом плане. Поэтому как-то я не приучила их, чтобы они делали какую-то женскую работу. Но, конечно, дома тоже они в шифонере все кавардаком. А это приучивай их, не приучивай их. Это бесполезно. Что-то вытащили, что им нужно, обратно засунули. И все обратно. Приходится мне все делать самой. Так что мальчики есть мальчики. Но я знаю много семей, где все-таки мальчики за собой и убирают, и все нормально. Но у нас так. И, в принципе, да, виновата я. Так, ну ладно, не буду больше вас отвлекать. Готовый заказ вам покажу, чтобы... А то уже 5 минут всего этого наговорила и покажу. Так, ну вот, друзья, теперь я все упаковала. Быстренько сейчас уберу. Это лишнее немножко осталось. Сейчас надо будет все забрать в холодильник. Такси я уже вызвала. Все. Так, сейчас уберу весы.
Значит, у меня тут заказ, знаете, какой? 5 килограмм мант, 3 килограмма пельменей. Так, по-моему, видно было, да, что 3 килограмма и 5 грамм. Я вот так вот сделала пельмени. Сейчас. Весы, конечно, очень хорошие, друзья, удобные. А то я с этими маленькими весами очень мучилась. Так, вот, значит, вот так вот. Танзила всегда просит меня снимать заказ. Нужно будет сфотографировать для Инстаграма, да, чтобы как-то. И вот манты. 4. Вот 5. Вот отправляется заказ, друзья. Так, это, как я сказала, у меня немножко осталось лишнего. Но надо будет мне сегодня еще тоже лепить. Танзила просит, чтобы у меня было все всегда в запасе. Ну, я всегда говорю Танзила, в принципе, это моя дочка. Страницу Инстаграма ведет она, и мы как-то заказы делаем так. Какие-то я делаю, какие-то она делает. Полуфабрикаты, в принципе, делаю все я, потому что ей раскатывать трудновато. Пока работаем так, на расстоянии, делим, кто что будет делать. А административную работу ведет она. Ну все, друзья, сейчас быстренько отправлю. Таксист уже, наверное, в пути. Так что вот как-то так. Если что, жители Ингушетии, заказывайте. У меня, я надеюсь, вроде бы никто пока не жаловался. Вкусно. Мясо я покупаю всегда не фарш, а мясо куском. Мякоть. Так что творог свой домашний, картошка тоже домашняя. Все, я надеюсь, что вкусно. Ну вот как-то так. Так, ну, друзья, сегодня, надеюсь, я буду снимать. Как видите, заказ отправила. Сделала здесь небольшую уборочку, подмела. Поставила греть молоко. Также поставила греть творог. Сейчас уже согрелся. Это у меня прокисло жирное молоко. Так получилось. Все уже согрелось. Буду делать творог, друзья. А это хочу сделать сыр. Поставила также варить гуся на борщ на обед. Это будет на обед. Завтрак еще не готовила. Пока управлюсь быстро с молоком. И скорее всего, на завтрак пирожки. У меня сегодня сын дома. Будем делать пирожки с картошкой. Картошку почистила. Так, это я за 2 дня принесла яйцо. Ну вот как-то так, друзья, начало моего утра. Здесь уже я положила шланг, чтобы полить цветочки свои. И видите, я начинала тут делать прополку прямо как раз перед тем, как пойти на похороны, начинала. Но не закончила. Видите, уже за несколько дней, вот уже за 5 дней получается, да. Сегодня 6-й день. Вот столько сорняка уже надо будет прополоть. Ну, делов много, понемножечку. Там прополоть, здесь, как видите, падает листва, тоже может быть, успею подмести. Вот так вот, друзья, утро мое начинается. Можно сказать, ну, если по сельским меркам, то, конечно, не раннее утро. Так, как я сказала, молоко мое согрелось. Сейчас сюда налью сычужный фермент. Ну, здесь больше 10 литров немножко, так что 1,5 ложки вот налью. А так 1 ложку. И перемешаю. Так. Вот так вот начинается утро. Как я сказала, утро не очень раннее, уже 8 часов утра. Сейчас принесу друшлачки. Так, у меня были железные другие эти большие блюда, вот такие вот, в которых я обычный творог делала. Но с заказом отправила, никак не заберу эти большие блюда свои от них. Так, сейчас принесу. Я с микрофоном, поэтому меня, наверное, слышно, но не видно.
Так. Я сыворотку буду туда. Так, сейчас надо будет вот так, чтобы я не мешала мне. Так. Вот такие вот дела. Сыворотку отдам теленку, конечно. У нас уже давно засуха, почти месяц не было никакого дождя, поэтому травы на улице практически нет. И я уже своего и бычка, и телочку оставила в сарае. Не выгоняю, потому что, ну как говорить, я их привязывала, практически нечего им там есть. Поэтому они дома. Правда, у меня не сено, а солома. Ну, даю солому и корм, пока надо будет еще сено купить. Конечно, я немножко задержалась с покупкой этого сена. Но пока как получается. Ну, вот так вот, друзья. Не буду вас отнимать время. Или, может быть, ускорю. Скорее всего, да? Ну, давайте ускорю. Так, друзья, пока у нас варится картофель, быстро я замешу тесто, и мы будем делать с вами пирожки с картошкой. Так, ну вот, друзья, тесто замесила, картошка варится, и у меня уже схватился сыр. Вот видите, получился хороший сгусток. И теперь мы его вот так вот как бы разрежем, да? Можно ножом длинным, можно так. Я не заморачиваюсь. Вот так вот разбиваю и все. Так, ну вот все. Разбила вот на такие вот сегменты, можно сказать. И теперь минут 10-15 будем ждать, пока сыр опустится вниз. И потом перекинем на дуршлаг. Это обычный домашний сыр, можно сказать. Скорее всего, даже брынза. Всю жизнь вот так вот мы делаем. Но, конечно, раньше, в времена, когда мои родители и свекровь делала, был сычужный сычук. Замачивался не такой фермент готовый. Что надо будет купить как-то и тоже попробовать сделать. Раньше вообще сыры на зиму закатывали в банки или в бочки или в ведра. Делали рассол соленый. Не было же раньше и холодильников. Ну, холодильники-то были, но они были небольшие. И все туда не помещалось. Так, ну, мои рабочие шумят. Так, друзья, ну пока будет остывать наша картошка, мы сделаем сыр быстро. Так. Клеенка уже старенькая, мне надо покупать. Так. Ну, пока идет ремонт, у меня как-то не получается выкроить деньги на что-то. Все-таки ремонт хорошо деньги забирает. Ну, ничего, зато будет красиво, аккуратно, я надеюсь. Так. Сначала я солью немножко сыворотку, чтобы она мне не мешала. И сегодня, наверное, я попробую показать вам. Меня просили еще недавно, когда я говорила об этом, сделать сыр рикотту. Вот именно из этой сыворотки. Получается нежный сыр рикотта. Так, тут уже идут. Ой. Да.
А? А. Где-то это самое. Где-то это мой дивер, мой помощник, говорится, курам воду наливать или нет. Я говорю, я уже налила. Потому что очень жарко, приходится несколько раз даже им наливать воду в тень. Так. Так. Видите? Так, теперь пока пускай вот так вот. Боюсь попасть в кадр. Я просто в косынке без хиджаба, потому что у нас ужасная жара, друзья. Вот так вот. Так вот. Видно? Что тут я делаю? По-моему, видно. Просто из-за рабочих говорю тихо, не знаю, вам слышно или нет, мне как-то неудобно. Все, теперь я переставлю, чтобы держалась на весу, чтобы стекала сыворотка наша вниз. Я, в принципе, никогда вот, больше не придавливаю сыр. Он сейчас будет потихонечку сам стекать, но сразу же я его посолю. Вот так вот обильно. Он уже практически завтра будет готов. Завтра я вам покажу, какой он получится. Иногда получается с такими дырочками, а иногда без дырочек. Правда, я не очень люблю с дырочками, я уже говорила. Вот так вот. Сейчас прикроем крышкой, чтобы не садились мухи. Все-таки вот так вот переставлю, чтобы не мешало мне. И теперь я поставлю сыворотку вариться. Так, вот, перелила в эту кастрюлю. Это уберем, так здесь она мне будет мешать. Поставим сюда. И эту сыворотку нужно варить долго, пока не появятся зерна сыра. Так, включаю не то. Все. Вот. И пока забудем про эту кастрюлю, она там будет стоять. Сейчас я помою эту посуду. За это время остынет картофель. И мы займемся пирожками. Мухаммед, ты у меня спать хочешь, да? Мухаммед устал, спать будет. Ну ладно, надо его бабушке завести, чтобы он заснул там. Но сейчас мы будем завтракать пышными вкусными пирожками. Сейчас и позову и рабочих попить чайку. Вот так вот. Так, ну вот покажу вам, как варится сыр рикотта. Вот варится сыр рикотта, видите? Вот только его получается очень мало. Вот много сыра. Вот такой вот.
Мухаммед. Мухаммед. Что ты там кушаешь, Аверза? Так, ну почти готов, еще немножко поварится. На медленном огне, ну так на среднем огне варится. Тут у меня уже варится борщ. Зажарка готова. Вот так вот все идет по плану потихонечку. Так, друзья, шумновато, конечно. Ну вот, готов мой борщ. Борщ будет с гусем. Вот, сварила гуся. И на бульоне, на гусином бульоне сделала этот борщ. А это вот все я выключила. Выключу. Сыр, рикотта, все, он сварен. Вот видите? Вот. Вот такой. Он очень нежный. Сейчас я его скину на друшлачок. И будет у нас нежный, мягкий сыр рикотта. А я должна поехать. Сейчас накормлю рабочих и поеду. Мне надо ехать делать лепешки. Сегодня у нас 6-я ночь, как умер дядя. Да, каждый вечер делаю там лепешки, а раздавать садаку.